прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Церемония оглашения прошла в Москве. Это стало рекордным по продолжительности и длилось 2 часа 6 минут. Основную часть выступления президента заняли вопросы социально-экономической политики, многие из которых были ориентированы на перспективу до 2030 года. Репортаж Адама Магомедова. На одном из главных событий в стране, послании президента России Федеральному собранию, присутствует множество чиновников и общественных деятелей, среди них и официальные лица Чеченской Республики, депутат Госдумы России Адам Делимханов и командир спецназа Ахмат, заместитель командующего 2-м армейским корпусом вооруженных сил страны Апти Алаудинов. Командующие всегда хотят увидеть, как всегда, у Владимира Владимировича была уверенность, чтобы было побольше здоровья, чтобы, как всегда, наш президент выглядел хорошо. Поэтому все командиры за нашим президентом будут дальше отстаивать интересы России. Как у всего населения нашей страны, ожидание, что мы услышим тезисы нашего дальнейшего продвижения, как государства на мировой арене. Ну и, естественно, в свете того, что наша страна уже перешла совсем в другую эру. Начал свое обращение Владимир Путин с темы СВО. Он отметил, что спецоперацию поддержало большинство граждан. Люди оказывают активную поддержку, но перед страной все еще стоят большие сложные задачи, которые необходимо вместе решать. Чеченская Республика с первых дней принимает самое активное участие в СВО, формируя новые батальоны, добровольческие отряды, а также помогает бойцам с материально-техническим оснащением, лекарствами и гуманитаркой. Наши солдаты и офицеры, христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов на деле лучше 1000 слов доказали, что вековая сплоченность и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила. Они сражаются за одну общую родину. Мы все граждане России. Будем вместе защищать нашу свободу, право на мирную и достойную жизнь. Сами и только сами определять свой путь. Внимательно за посланием президента страны наблюдал Рамзан Кадыров. В своем телеграм-канале глава региона поддержал высказывание Владимира Путина. Смотрю послание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Федеральному собранию. В самом начале выступления глава государства сказал те самые важные для каждого россиянина слова, которые нужно внимательно переслушать, перечитать и запомнить. Это главная позиция России и каждого патриота нашей отчизны. Президент России объявил о запуске нового национального проекта «Семья». В рамках него регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат 75 миллиардов рублей. Продлят программу семейной ипотеки, а налоговый вычет для семей с 2 детьми увеличат до 2800 рублей, а с 3 до 6. Размер годового дохода, на который распространяется вычет, также предлагаю повысить с 350 до 450 тысяч рублей. И такая мера поддержки должна предоставляться автоматически, без подачи заявлений. Нацпроект «Кадры» запущен Владимиром Путиным в рамках работы над нехваткой квалифицированных специалистов, отметив, что школы и вузы должны работать в единой логике на общий результат. За 4 года предстоит подготовить более 1 миллиона человек на необходимые профессии. С нынешнего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации. Ребята, начиная с 6 класса, могут познакомиться с разными специальностями. Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров. Пожалуйста, приглашайте к себе школьников. Пусть ребята посмотрят цеха,
вот как мне предлагали в одной из моих поездок, заводские музеи, лаборатории. Обязательно включайтесь, прошу вас в эту работу. Послание президента страны Федеральному собранию продлилось 2 часа и 6 минут. Такая программа действий сформирована в результате поездок в регионы страны, общения с представителями всех отраслей жизни населения, многодетными семьями и военнослужащими. Адамагомедов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Бойцы спецназа «Ахмат» продолжают ведение службы в зоне специальной военной операции. Накануне, после успешной миссии в населенных пунктах Запорожской области, военнослужащие взяли в плен несколько представителей украинских бандформирований. Как оказалось, совсем рядом на освобожденной территории жила мать одного из бандеровцев. Чеченское командование организовало им встречу. Женщина была искренне рада видеть сына, который в случае неподчинения мог быть ликвидирован. Они оба поблагодарили силовиков за сохраненную жизнь и такую заботу. Командир штурмового отряда «Ахмат» провел беседу с ними, где пообещал всяческую поддержку, если военнопленный сделает правильные выводы из сложившейся ситуации. خير سايش دولش سونسا دو خير داس خير يومش خلا هر حلا ودو حالتو هم بيشو وخنان هو ويسرنا نين وك عملش او صبيهم خل شيء داتس ناس أقول حامي ومول وديقول ديكان طول يدينستن عملش او قلدا لك دي شيء عند إير بيخ دبق شكنان بما هذه دا حست هاغايش خويا قالش غنا اسئله تسنكسن بوربلادان وهاتا قمل دات سنا يا وريالتان ديل يتابسون ميل سمو دو تشنان دون سمو دل يقين سيوش عشوزا تا وجاش سمو دل لا وباختوش قي شينان يا مرت خير وات باتوش ويسلا شو باشا وقع ويسلا باشي نانزان دون هر ويدو حر سلوشي هاتsa تول حلقه وي من ويخل سلوشي شو مسيتوز دون يلخوي اروخ شنا قوين ميتك شو بوصاد وكسي شي ترسيه وبيش دون شريسكا وديش دون هر باغيش قاوي. Заседание Общественно-консультативного совета по межнациональным отношениям при главе Чеченской Республики состоялось в стенах Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Главная цель встречи – мониторинг общественно-политической и этнической ситуации на территории субъекта. Собравшиеся обсудили вопрос взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, институтов гражданского общества с национально-культурными центрами и автономиями по вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранения культуры народов, проживающих в республике, недопущения конфликтных ситуаций, пропаганде уважительного отношения и развитию диалога. За последние 20 и более лет не зафиксировано ни одного инцидента на национальной почве, на религиозной почве, что очень выгодно характеризует работу руководства нашего региона. Сегодня мы с коллегами, с представителями разных народов, наций, этнических групп обменивались мнениями, выслушивали те или иные текущие вопросы, а текущие основные вопросы сегодняшней повестки – это предстоящий буквально завтра-послезавтра съезд чеченского народа и следующие за ним выборы президента Российской Федерации. Очень приятно, что у наших граждан очень высокое, чрезвычайно высокое понимание важности и значимости предстоящих выборов. Ну, как всегда, в этом показателе, в том числе, мы, наша республика, идем в авангард. В столичном центре образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова состоялось мероприятие «Сахоми Даймок». Учащиеся подготовили и представили зрителям сценки, исполнили песни и стихотворения. Турпал Алитай Сумов с подробностями.
В честь родного края учащиеся 2 класса Центра образования вновь собрались вместе. Указом руководителя региона 2024 объявлен годом истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия субъекта. В мероприятии Санхауми Даймох приняли участие Эсет и Абдуллах, внуки первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В одной из сцен ребята показали семью, которая вынуждена уехала за границу в начале нулевых, но детей сильно тянуло домой. Дети выступают искренне. В каждой сценке они стараются передать максимум эмоций. У взрослого зрителя это может вызвать слезы радости. Мероприятие было разнообразным на трогательные номера. Ребята исполнили красивые песни, посвященные Чеченской Республике, а Эсет Кадырова спела песню «Саннана» вместе с одноклассницами. Абдуллах Кадыров для всех собравшихся прочитал стихотворение на родном языке. Слова из его уст звучали также очень трогательно. В качестве гостей здесь присутствовали учителя и сотрудники Духовного управления мусульман. Директор Центра образования Зарема Абдуллаева поблагодарила детей за подаренное отличное настроение. Настолько все продумали, настолько живой. Я чуть не заплакала. До того такая сценка действительно жизненная. На самом деле так и было. Этот год объявлен годом истории и чеченских традиций, духовно-нравственного воспитания. Как раз это та мысль, которую вы донесли. Альхамдулилла, машаллах, молодцы. Да, вот я Национальными танцами ребята завершили красочные выступления. Они в очередной раз показали свою любовь и привязанность к родному краю. Турпал Али Тайсумов, Рахман Хаджиев и Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская Республика. Сеть клиник Аджибадем специализируется на оказании медицинской помощи для пациентов со всего мира. Оборудована передовыми технологиями и имеет офисы в 150 странах. В России представлены в Казани, Уфе, Москве и Грозном. О высоких стандартах оказания медпомощи репортаж Адама Магомедова. Сеть клиник Аджибадем – крупнейший представитель частной медицины в Турции. Ее история началась еще в 91-м в Турции. Сеть клиник Аджибадем стала популярным и уважаемым брендом в стране и за ее пределами, благодаря новейшему оснащению и широчайшему спектру услуг по всем медицинским направлениям. Компания стала успешной и популярной по всему миру. Обо всех ее плюсах рассказала директор по развитию международных отношений на территории России сети клиник Аджибадем Иман Демирджи в ходе пресс-конференции с участием журнала «Деловой Грозный» и других представителей СМИ. Мы имеем 11 онкологических центров. Сеть клиник Аджибадем занимается трансплантацией органов. Мы пересаживаем почки, печень и костный мозг, взрослые и детские трансплантации. Занимаемся лечением рака груди, у нас 18 центров. Кардиология у нас представлена детская и взрослая. 9 центров спинальной хирургии. Ну и вообще вся нейрохирургия в Турции представлена лучшими специалистами у нас. Важную роль играет представительство сети клиник Аджибадем. В них сотрудники осуществляют помощь в переводе медицинских документов и организовывают онлайн-конференции с докторами. Попасть на прием к одному из 3500 врачей, многие из которых имеют мировую известность, можно будет, не выезжая за пределы России. Помимо этого, представительство офиса организует приезд в саму клинику на лечение, взяв все организационные заботы на себя, а по возвращению домой пациентов будут продолжать курировать. Сеть клиник Аджибадем имеет офисы в 150 странах мира. В России они находятся в Казани, Чеченской Республике, Уфе и в Москве по улице Большая Якиманка, 26. Такой подход помогает избежать обращения к посредникам, а также лишних затрат на комиссионные. Аджибадем – это сеть клиник в Турции, Нидерландах, Македонии, Болгарии и Сербии. Сеть клиник предоставляет услуги здравоохранения в 24 клиниках и 15 медицинских центрах. В сети клиник Аджибадем работает 23 тысячи человек, которые ежегодно помогают 5 миллионам пациентам. То количество операций, проведенных за 2018 год, это предпандемийная тематика. Надо сказать, что в период пандемии, несмотря на закрытые границы, за первый год пандемии из республики было поднято 3 санавиации. То есть Аджибадем предлагает
пациенту санавиацию. Мы можем приземлить борт медицинский в любом городе России и отправить пациента ускоренно прямо в клинику. Клиники обеспечивают диагностику и лечение по стандартам медицинского обслуживания А-класса. Важно отметить, что высокое качество работы клиник подтверждено золотым знаком «Институт качества в области международного здравоохранения». Для лечения используется современное оборудование, включая интраоперационный аппарат МРТ, позволяющий проводить полное удаление опухолей головного мозга, гамма-нож, лечащий опухолевые, сосудистые и функциональные заболевания головного мозга и многое другое. Немаловажно важны и отзывы самих пациентов. Добрый день. В клинике Аджибадем нам провели моему ребенку вторую операцию уже. Поскольку первая операция, нейрохирургическая операция, прошла успешно, мы решили довериться врачам этой клиники и вторую операцию по поводу вывиха бедра. На этот раз мы тоже не ошиблись. Операция прошла успешно, ребенок быстро восстановился. Полгода назад была у нас операция, и все идет по плану. То есть ребенок продолжает лечение. Мы очень довольны. Спасибо большое врачам клиники Аджибадем. Важно отметить, что в Аджибадем есть и университет, который выпускает врачей международного уровня, дает дополнительное обучение иностранным врачам. Имеются и научно-исследовательские институты. Переводчик, трансфер внутри сети клиник Аджибадем входит в стоимость услуг. Пациенту наш департамент помогает, если он сам не выбрал, помогает подобрать отель. Наша машина отвозит его в отель. В день приема наша машина забирает пациента, отвозит его в клинику. В клинике он подходит к стойке с нашими переводчиками. Ему назначен переводчик русскоговорящий, который будет сопровождать его внутри клиники весь процесс, пока он будет оперироваться, обследоваться. После того, как мы уже привезли пациента, как он прошел лечение, после того, как он уже все, готов возвращаться на родину, мы тем же способом отправляем его в аэропорт, и он уже покидает территорию Турции. Обратиться в клинику можно, отправив заявку на официальном сайте ajibadem.com.ru или же напрямую пойти в одно из представительств компании по России. Пациент получит предварительное второе медицинское мнение от квалифицированного специалиста в ходе онлайн-консультации, а после сможет пройти полное лечение в клинике. Адам Магомедов, Хусейн Мурдаханов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах, в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.